Таджикские пограничники вымогают взятки. Снижение рождаемости в Восточном Туркестане. Суд в Бишкеке за защиту пророка. В последнее время все большее количество жителей Таджикистана жалуются на то, что при выезде из страны в Узбекистан таджикские пограничники и таможенники требуют от них взятку в размере от 400 до 1000 самани. Об этом сообщает новостной портал Бомдот. Как сообщают очевидцы, они столкнулись с вымогательством тогда, когда были вынуждены уехать на заработки в Россию через аэропорты соседней страны, так как стоимость перелета из Узбекистана в Россию значительно ниже стоимости на аналогичные рейсы из Таджикистана. Однако попытка избежать огромных расходов на перелет неожиданно привела к новым расходам, ведь при пересечении таджикско-узбекской границы пограничники и таможенники вымогают взятки с каждого проезжающего. Судя по сообщениям жителей, по крайней мере на 3 КПП таджикско-узбекской границы Ойбек, Саразм и Пахта-Абад налажен механизм поборов у выезжающих за рубеж жителей Таджикистана. Причем, если на КПП Саразм вымогательствами занимаются только пограничники, то на КПП Ойбек вдобавок к пограничникам присоединяются еще и таможенники. Напомним, что дороговизна перелетов из Таджикистана в другие страны по сравнению с аналогичными перелетами из других стран уже в течение длительного времени вынуждает многих жителей к выезду в соседние страны с целью дальнейшего перелета. С началом возобновления регулярных авиарейсов между Россией и Таджикистаном в апреле текущего года проблема дороговизны авиабилетов стала самой злободневной для таджикских мигрантов. Китайские власти принудительно снижают рождаемость среди мусульманского населения оккупированного Восточного Туркестана с целью уменьшения численности коренного населения в соотношении с китайцами-ханьцами. Для достижения этой цели они практикуют принудительную стерилизацию, аборты и другие варварские методы. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Австралийским институтом стратегической политики ASPI. В мае 2021 года ASPI, изучив статистику населения регионов Китая и правительственные данные, опубликовала результаты исследования. Согласно им, с 2017 по 2019 год рождаемость в регионе Восточного Туркестана снизилась на 48,74%, причем спад имел место именно в районах проживания мусульман. Что касается районов, где преимущественно проживают ханьцы, то в них отмечается стабильная, а местами даже повышенная рождаемость. Самый большой спад наблюдается в тех округах, где мусульмане составляют более 90% населения. Так, например, в Хотане, где подавляющее большинство населения являются уйгурами, рождаемость в 2018 году по сравнению с рождаемостью в 2012 году снизилась на 70,8%, в то время как в Урумчи, где ханьцы составляют более 70% населения, рождаемость в 2018 году в сравнении с показателями 2017 года увеличилась на 25%. Соответственно, в 6 районах, где соотношение ханьцев выше других национальностей, наблюдалось повышение рождаемости, тогда как в 2 районах, где преимущественно живут мусульмане, отмечалось снижение. В июле 2020 года немецкий ученый Адриан Зенц, изучив документы Компартии Китая, выяснил, что 80% всех внутриматочных спиралей, установленных в Китае в 2018 году, пришлось на Восточный Туркестан, при том, что население региона составляет всего лишь 1,8% от общего населения Китая. Стоит отметить, что в случае несоблюдения мусульманами региона программы по рождаемости, китайские власти массово заключают их в концлагеря, где их ожидают изнасилования, пытки, принудительные работы, стерилизация и инъекции препаратами, которые прерывают беременность и прекращают менструальный цикл. Напомним, что более миллиона мусульман региона содержатся в концлагерях, которые китайские власти называют лагерями перевоспитания. Из доклада Китая о работе лагерей перевоспитания следует, что с 2014 по 2019 год через них прошло 7,7 миллиона жителей Восточного Туркестана. На днях в Кыргызстане начался судебный процесс над Гульназ Бакыт-Кызы, жительницей Бишкека, которую обвиняют в экстремизме. Поводом для возбуждения уголовного дела против Гульназ стало ее выступление на митинге в защиту чести пророка, мир ему и благословения Аллаха. Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях 14 июля.
Напомним, что осенью прошлого года после публикации во Франции карикатур на пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, миллионы мусульман вышли на акции протеста в защиту чести пророка. Несколько сот жителей кыргызской столицы также вышли на митинг 1 ноября, где и выступила с речью Гульназ. В своей речи она осудила гнусные нападки на ислам и пророка, призвав мусульман жить согласно исламским нормам и защищать честь пророка. Вскоре после этого сотрудники УВД по Ленинскому району города Бишкек возбудили против нее уголовное дело, обвинив ее в экстремизме. У них возникла претензия к тому, что Гульназ призвала жить мусульман согласно их же религии. На данный момент уголовное дело в отношении Гульназ рассматривается судом Ленинского района города Бишкек. Примечательно, что пользователи соцсетей единодушно высказались в поддержку Гульназ, а некоторые даже призвали выйти на митинг в знак солидарности с ней. Так, например, пользователь под ником Нуржигит Карыбеков написал: «Давайте сформируем общественное мнение и поднимем этот вопрос. Эту мусульманку преследуют только за то, что она призывает жить по исламу. Все мусульмане, которые не предпримут никаких усилий против этой несправедливости, несут ответственность перед Богом. По крайней мере, мы должны молиться. Мы защищаем политиков, утверждая, что они якобы являются сыновьями народа. Но разве мы не можем поддержать мусульманку? Пусть не прочитают заупокойную молитву джаназа за тех, кто поддерживает это уголовное дело. Достаточно им Аллаха», пишет уже другой пользователь под ником Асилбек Маматкулов.